Все помнят, что первая как будто бы моя песня была «Менги Минчи Улачан», но на самом деле в 5 лет я пел песню про мячик. «Урсан топчи гунгерге». Вот, с А можно мячиком. 2 строчки оттуда? Ну вот как раз я и спел 2 Нет, вот строчки. сейчас мы хотим услышать именно. Урсан топчи гунгерге. Сядьте, Примерно вот так вот это где-то выглядело, да. Один в один Даже- ты сейчас спел, да, Да, пятилетнего себя? И восьмилетнего? я помню, что уже в 5 лет, представляешь, у меня вот эта самокритичная такая вот была натура, что я забыл слова во втором куплете или перепутал их просто местами. И у меня реально такая истерика, я захожу за кулисы, я вот так обнимаю Анашку, ну, по росту я где-то вот так ноги ее обнимаю, вот так вдавился так сильно-сильно. Вот так вот это примерно выглядело. И Карбаба подходит ко мне, это был парк Шевченко, подходит ко мне и дает мне 5 купонов. Это был мой самый первый заработок. Ну, мне было тяжело это воспринять. Как бы я неправильно спел, а тут Харбаба был очень доволен, что я такой маленький уже на сцене пел. И отдал мне добровольно, честно, сам отдал. То есть ты еще со времен динозавров поешь, Ну, если ты еще со времен купоны помнишь. купонов, да. Да. Вот тогда ты переживал, что забыл слова. Да. За что ты сейчас переживаешь, когда выходишь на сцену как вокалист? Что ты споешь идеально, но без эмоций? Или что ты не попадешь в ноту где-то? Ну, на самом деле... Но от души. Вот не попасть в ноты, но капец как от души? Или вот идеально, четко, но без эмоций? Ну, тут такая штука уже, может быть, чуть-чуть нескромно, уже в нашем возрасте сейчас тяжело мимо попасть. Ты когда занимаешься вокалом 35 лет, то за технические моменты я не переживаю особо, потому что они уже на автомате. Но всегда мои преподаватели говорили мне, если вы просто поете ноты, это сольфеджио. То есть сольфеджио — это просто повторение нот. Я, конечно же, переживаю, чтобы донести этот образ, чтобы людям было просто комфортно и понятно слушать меня, пережить со мной эту эмоцию. На самом деле это очень сложный момент в 3-4 минуты песни уложить Целую жизнь. целую эмоциональную какую-то составляющую, чтобы за это время зритель, 500, 600, 700 человек, которые сидят в зале, они с тобой вместе пережили вот этот момент. На какое максимальное количество людей ты пел? Ну, было такое, что и на 2, и на 3 тысячи было, да. Есть какая-то песня, которая для тебя одна из любимых, но вот когда ты ее поешь, для тебя это целое испытание, ты максимально сосредоточен и думаешь, так, ага, ни шаг влево, ни шаг вправо, вот надо максимально быть сосредоточен. Для тебя это вот как спортивное состязание какое-то. Вот это для спортсмена проходка, а для тебя вот эта песня – это проверка того, что ты вот сегодня в ударе. Ты знаешь, вот в какой-то период времени было, да, соревновательный момент, но сейчас я не соревнуюсь, честно, выходя на сцену, и у меня такого состояния нету, что мне соревновательный какой-то эффект нужен. Потому что, ну, как это объяснить, вот, допустим, Арнольд Шварценеггер, да, помнишь, он принимал участие в «Мистер Олимпия», там, соревновательной. А сейчас он просто Арнольд Шварценеггер, понимаешь, он кайфует от жизни. У меня какое-то вот такое состояние. Я просто выхожу и кайфую. То есть ты знаешь, что ты делаешь хорошо, и мнение людей, тебе безразлично получается? Нет, не безразлично, я просто стал очень по-философски к этому относиться. Чуть проще, да, ты отпускаешь ситуацию? Намного проще, потому что я не гонюсь за показателем в 100%. Я понимаю, что не может меня 100% людей любить и обожать как артиста. То есть найдутся те, и это объективно, это очень объективно, потому что я не могу всем нравиться. Кому-то нравится другой артист. Ну, сейчас во мне это не вызывает ни ревности, ни какой-то злобы или какого-то соревновательного эффекта. Ты делаешь свое дело хорошо, а твой зритель, он тебя всегда найдет обязательно. Отлично. Вот этот человек, возможно, когда-то существовал, либо существует сейчас, либо это какой-то вымышленный персонаж,
вот, который поет как-то ну, на уровне, на грани фантастики, который никогда еще не пел? Вот, либо вымышленный персонаж. С кем бы ты спел? В дуэте, конечно. В дуэте? Ну, я прошел классическую школу, Да, да? я прошел и- афганскую войну. Нет, я прошел классическую школу, и у меня в определенный момент были свои кумиры именно классики, которые, ну, то есть 3 великих тенора в мире, да, вот Паваротти, Доминго и Каррерас. Одну мечту я реализовал, я в Москве был на мастер-классе Хосе Каррераса. Это было, ну, эмоциональный просто для меня взрыв. А именно спеть, для меня, как всегда, если мировых звезд брать, то это Стинг. Это, ну, я даже не знаю, как это передать. Дуэт с ним, наверное, я бы ему денег заплатил. И из кого-нибудь из таких классиков, Андреа Бочелли, что-нибудь вот Майкл Сервер, Булгу. Давер Усманов. Ну, я с ними пел. А ты же говоришь, с кем еще хочу спеть. Да. Да. Ну, с самыми большими легендами ты уже спел. Да. Остались вот эти вот, которые чуть-чуть неудобно за границей живут. Но эти люди, которые за границей, они на интервью тоже говорят, мы бы хотели с Арсеном Бекировым спеть, с Сервером Какурой, с Давером Османовым. Да. С Давером Усмановым, с Арсеном Усмановым. Из молодежи ты видишь перспективную молодежь, которая, как говорится, наступает тебе на пятки? Не в плане конкуренции, а вот прям достойно так выходят, ведут себя на сцене, и помимо того, что они ведут себя достойно, они еще и показывают результат. Ну, вот смотри, момент Хархара, да, он как бы уже и не 20-летний, но я его считаю молодым, потому что он младше меня. Мне очень достойный парень, мне он нравится. Вот именно его подача, и именно его чувство, как он чувствует музыку, мне кажется, он будет очень большой, хороший такой, останется в истории, который певец. У меня много студентов, которые очень перспективные на будущее. Вот еще буквально Какие-то имена можешь сейчас назвать уже? Что? Мавили Мамбетова. Возможно, ученица, вот да. сейчас твое интервью станет каким-то судьбоносным, и через 5 лет эти имена вот так громко сколыхнут. Не то чтобы мы даже не смеемся, это действительно так и будет, потому что кто-то уходит, кто-то приходит, к этому тоже циклу жизни надо привыкнуть, что обязательно придут новые имена и обязательно придут достойные, но просто мы должны к этому моменту так относиться, что мы должны передать то, что мы накопили. Это уже не наша какая-то личная миссия, это общая, да, такая миссия. Передать что-то, накопленное нами. То есть ты не относишься ревностно, когда Нет, видишь, вообще. что какой-то молодой вокалист где-то поет, и ты не будешь в кругу говорить, что это молодежь там такая. Ты из тех людей, которые поделятся опытом, да? Я наоборот даже за то, чтобы они делали ошибки. Они молоды, пусть делают ошибки, пусть анализируют все это и с удовольствием исправляют. Я много в своих интервью говорил, мы же не врачи, мы не хирурги, мы не доктора, мы не можем сделать какую-то критическую ошибку, да, когда ты что-то отрезал и это повлияло на твое здоровье. Ну, не так спел, ну хорошо, ну выучишь в следующий раз, и намного лучше это останется потом в истории где-то на записи. Да. Что сложнее? Ты в первый раз взял какую-то песню и ее исполнить, и попасть в ноты, либо объяснить друзьям на каком-то мероприятии. Объяснить друзьям сразу, что ты, сразу. Что ты сегодня вот не хочешь петь, а они тебе говорят, Арсен, вот давай спой. Объяснить очень сложно, потому что ты должен петь всегда. И своих учеников, вообще всех, вот учу к тому, что, веду к тому, что болеешь ты, не болеешь ты, что бы у тебя не случилось с утра, вечером или еще что-то. Вокалист, он профессионал своего дела, должен в любой момент вот так оп и запеть, понимаешь? Причем в разных стилях, в разных жанрах, в разных ипостасиях. Может кого-то пародировать, может что-то свое добавить, понимаешь? Вот так вот. А в ноту попасть это вообще не сложно. Бывает такое, что ты дома ни с того ни с сего можешь начать петь? Или ты вот уже поешь исключительно вот?
когда Всегда, надо. всегда так. Вот ты Всегда так. постоянно. Твои Да. соседи как к этому относятся? Они твои преданные фанаты или вот те люди, которые улыбаются в спину, а за спиной они там ищут номер участкового Да-да-да. района, чтобы дать ему и сказать, вот можно вот в эту квартиру чаще наведайтесь и остановите этого Не, человека? ну на самом деле ты же можешь контролировать свою глубину, мощь своего звука, там спокойно себе. На самом деле петь тихо, а не вот не громко не орать, это намного сложнее, очень сложно. Вот спеть настолько вот романтично, да, и так вот очень, очень компактненько, это очень сложно. Вот многие могут просто открыть рот, и вот чтобы оно звучало, понимаешь? Но это не так сложно, как спеть очень нежно, Отлично в у вас. децибелах, которые разрешены законом. Был ли какой-нибудь интересный, смешной случай на сцене, когда тебя что-то вот сбивало? Вот ты пел, и, например, у какого-то вокалиста там вылетела челюсть, либо дергался глаз. Ну, дергался глаз, это постоянно у нас это происходит на сцене, Или потому кто-то что вот напротив тебя вокалист стоит, или танцор, или музыкант, и он тебе вот что-то показывает, кривляется, а ты должен сдержаться и все-таки... я тебе по секрету скажу, всегда, когда мы стоим сзади, то есть где-то финальный номер, да, я не знаю, хоран или какая-то хайтарма, и когда танцоры поворачиваются к нам, а мы смотрим в зал, они всегда кривляются, постоянно пытаются нас рассмешить. И вот в этот момент надо обязательно сдержаться, потому что зритель-то не понимает, они видят их со спины, а мы, получается, стоим и вот так сдерживаемся, хотим смеяться. Они постоянно какие-нибудь мордашки строят. У всех есть свои какие-то определенные ритуалы. Танцоры разминают голеностопы, плечи, суставы, связки, чтобы не травмироваться. А ведущие как-то над речевым аппаратом, музыканты там подготавливают инструмент, кто-то разогревает его. Как подготавливаются вокалисты? Есть какой-то ряд ритуалов? Ну, это даже не ритуалы, это профессиональные навыки. Потому что вокал, он живой инструмент, да, и он зависит напрямую от твоего эмоционального состояния, что у тебя происходит на данный момент. Если ты немножко встревожен, то дыхание может сбиться, понимаешь, оно может немножко запинаться или может его не хватить. Ты выравниваешь в себе полностью дыхательную вот это вот, делаешь какие-то упражнения, чтобы успокоить себя в сфере дыхания. Потом немножко начинаешь, мы называем это мычание. То есть не громко поешь или еще что-то, а просто разогреваешь. И слушаешь потихонечку, как у тебя смыкаются связки и все ли хорошо. Отлично. Разговоры разговорами. Продемонстрируй вот такой краткий ритуал перед тем, как выйти на сцену. Как ты разогреваешь? Вот ты сейчас сказал, а теперь покажи это. Ну, я вот... Ну, мычание, то, что я говорил, да? Если на фальцете смыкается звук, да, то у тебя голос будет нормально звучать на сцене именно. Если немножко там тут где-то поскрипывает, да, как костер, вот дровишки иногда трц-трц делают, голос тоже так умеет делать, когда он немножко не в тонусе, то ты начинаешь немножко уже активнее там ходить. Глубокое дыхание, потому что весь вокал построен на хорошем дыхании, и если оно немножко сбивается, то оно мешает в процессе пения. Вот большая ошибка, да, молодых артистов, когда они раз врываются на сцену, а там начинается адреналин или еще что-нибудь такое, сразу эмоциональное сердцебиение, да, учащается, и сбивается дыхание. Думаю, что ты слышал не раз, что на сцене вот выходит, допустим, молодой, классный, перспективный, но раз начинает задыхаться в один момент. Да, я Это чуть-чуть всегда оцениваю этот момент. Да, я поэтому тебе рассказываю. Это чуть-чуть такой вот, знаешь, с опытом приходит, с годами немножко, когда ты сам себя успокоил и уже вышел на сцену и выдаешь. Нам вот, мне тоже преподаватели всегда говорили, вот кабинет, в котором ты занимаешься, да, ты вот здесь должен выложиться сейчас на 200%,
Потому что ты выходишь на сцену, и у тебя так раз в половину, и все. Если ты просто поешь в кабинете, да, когда ты вот учишься, то это недостаточно. Ты должен пробовать прыгнуть выше самого себя, выше своих физических возможностей. На какую самую высокую точку ты хочешь заскочить вот своих возможностей? До третьей октавы. А есть четвертая вообще? Ну, четвертая есть, Ну, и думаешь, пятая есть, и выше есть, но это звуки, которые собачки только слышат. а, Элла Фиджеральд, знаешь, такая джазовая была певица, она издавала звуки, которые слышали только собаки. да. Это уникум, да. Вот я когда молчу, обычно меня слышат только А ты собаки. поешь на самом деле. Да. Я же Я знаю, что пою это для да. собак. Как ты работаешь над собой? Вот что нам ожидать от Арсена, к примеру, через 5 лет? Ну, не Это знаю, какой-то честно. видоизмененный Арсен, у которого будут яркие костюмы, как ты любишь менять костюмы. Но Это будет вот смотри, яркие какой-то костюмы – это уже накачанный. отличительная черта, правильно моя? Зачем я над этим буду работать? Это уже просто следовать по своим принципам, понимаешь? А в плане творчества это будут крымско-татарские песни, честно. Какого Арсена мы увидим лет через 5? Это будет накачанный красавчик или это будет человек, который будет круто петь, а ему не важно, как он будет выглядеть? На что ты делаешь акцент и какие работы ты проводишь над собой? На самом деле для артиста очень важно, как он будет выглядеть. И для меня тоже, что я буду скрывать, что я не слежу за своей внешностью, ну, стараюсь максимально, потому что ты немножко поправляешься, и потом надо себя держать обязательно в форме. Да, это обязательно спортзал, это обязательно правильное питание, потому что уже, ну, как бы не 20 лет, и на сцене надо выдержать 1,5-2 часа концерт, это должна быть, ну, как минимум физическая подготовка. Удается тебе физически? Да, да, все Какие хорошо. изменения вот сейчас мы наблюдаем? Ну, сейчас я... Давай небольшой отчет. Чего тебе Давай. удалось достигнуть на этот момент? За последний год в весе я похудел на 10 килограмм, и это все следствие физической нагрузки, кардио и Какие физические дисциплины упражнения. ты выполняешь? Вот ты сказал кардио Да, 10 километров в день. и силовые тренировки. Силовые, да, ну Сколько там есть силовых дни. тренировок? Понедельник, среда, пятница, там отдельно руки, отдельно ноги, отдельно грудь. Ну, то есть ты еще и на тренажерку ходишь. Да, но не так, чтобы прям вот я головой туда провалился, да. Это хобби мое, мне это очень нравится. Отлично. Вот тот маленький Арсен, который в 5 лет заработал 5 купонов у деда отжал. Вот если бы он сейчас смотрел в камеру, что бы ты ему сказал? Я бы ему сказал Сагон Харбаба. Вот посмотри в камеру. Сагон Не Харбаба. Вот что бы ты сказал тому Арсену, который перепутал Арсену? местами куплеты? Да. Арсен, на самом деле это не последняя песня, в которой ты перепутал слова. Таких песен будет еще очень много. Просто учи хорошо текст. Да, Арсен, хороший вокалист всегда может симпровизировать и спеть то, что видит с облака, с космоса. Вот мы самую популярную песню взяли, вот здесь вот куплетик, у тебя как раз рядом фано. Как Давай. попсу можешь... бутафорно. Да, мы взяли вот песню, которая такая Айдахар, и спой ее, добавь в нее вокала. Открываю дверь без ключа. Налетели, как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался, как Джеки Чан. Такой красавчик, кто тут такой молодец?